Расстанок представляет. В связи с ростом количества инфицированных правительство призывает граждан воздержаться от поездок за границу и внутри страны. В случае ухудшения ситуации планируется ввести режим чрезвычайной ситуации и закрыть границы. Блядь, что за лажа, а? Почему именно сейчас? Не, ну не могут же они просто взять и закрыть границы, верно? Тем более из-за какого-то вируса. На самом деле в Китае уже много городов закрыто. Типа больше месяца. Братан, а договориться тут не вариант? Может, знаете кого-то? Даже если можно. Вон сколько желающих. Тут, видимо, что-то серьезное. Салам алейкум. Алейкум. Можно узнать, когда пропускать начнут? Мы пропускаем, никаких проблем нет. Ничего себе. А чего все стоят? Это Казахстан границу закрыл. Говорят, на пару недель. Братан, а может, можно с кем-нибудь договориться, а? Нам надо срочно груз заставить. С утра ко мне 50 человек приходили с таким предложением. Если бы я знал, я бы тоже тут не сидел. Не, а что париться? Товар не портится, сроки не жмут. Подождем? Ты что, не шаришь? Говорят, на пару недель, значит, пару месяцев. Судя по темпам распространения, через пару недель этот вирус будет уже везде. Сука, почему вы сейчас? Буквально рукой подать до нашего. Кстати, насчет ляма им позвонить надо. Салам из солнечного Кыргызстана. И тебе привет. Нам бы вашего солнца. А нам бы ваших миллионов. Не понял. Слушайте, у нас тут небольшие проблемы. Формы готовы, стоим на границе. Никого не пускают. Говорят, что закроют на пару недель. Да, слышал. У нас перебой с поставками везде. Но тут проблем не вижу. Контракт есть, срочности нет. Да, подождите, так это может быть и пару месяцев. Нельзя как-то замутить с оплатой пораньше, а? Там все по условиям. Как только привезете, оплату сразу оформим. Никаких проблем. Понял. Ну, скоро все доставим тогда. Ждите. Охренел? В смысле доставим? Ну, ничто не помешает мне забрать мой лям. Понял? Ну, то есть наш. Даже этот гребаный королевский вирус. Коронавирус, а? Здорово, парни. Здорово. Здорово. Я слышал, вам груз через границу надо перевезти. Вроде никого не пускают. А что, есть варианты? Ну, так сказать, дверь закрыта, а форточка нет. Я так понимаю, для нас ты сможешь открыть, а? Ну, смотря как договоримся. Ну, чего вы паритесь, а? Он же сказал, это проверенный канал. Главное, товар будет доставлен, и мы получим бабки. Да, Арс, это контрабанда. Нас же посадить могут. Зато обойдется даже дешевле. С этой доставкой мы добьем на миллиона, пацаны. Ты что, ради этого миллиона сдохнуть готов? Если надо будет, сдохну. А ты что слышишь? Бизнес так и делается. Везде риски. Не, ребят, хорош. Давайте мы поищем другие пути. Если вариантов не будет, то вернемся к этому вопросу. Ладно, братан, поехали. La bala por la cara. Te voy a meter un balazo en la puta cara si no te callas. Да нет, не так уж и много. Отшитые спецовки,
По документам все чисто. Да мы готовы и на большие сроки. Самое главное, чтобы груз прошел в целости и сохранности. Что, совсем никак? Жаль. У вас такой красивый голос, девушка. Думал, заодно увижу вас. Значит, не получится, да? Ну, вы в любом случае позвоните мне, если будут какие-то варианты. В любое время. Меня Тимур зовут. Что-то ведь должны пропускать, верно? Нет? Да, я понимаю. Пожалуйста, оповестите нас, если будут какие-то изменения. Цена не вопрос. Спасибо. Ну, кто знает, кто знает. Возможно, станешь девушкой миллионера. Да, так что готовься, на днях наберу. Все, тогда до связи. Целую. Че, Арс, тоже вата? Ты же меня знаешь, телефончик того. Да он про груз, Арс. Да, порожняк везде. Чай, кофе не предлагаю, не до этого. Я же говорила ускорить растаможку. Почему до сих пор не оплачено? Бегом давай. Так, Тимочка, говори. Тетя Марин, мы к вам с просьбой. В общем, вы наша надежда, и у вас с логистикой же все налажено. Тим, к сути переходи. Нам нужно грузы отправить. Помогите, а? Марина, давайте активируем ваши чакры. Митхун, не сейчас. Слышал? Не до твоих чакрав. Сейчас все встало. Я сама не могу получить комплектующие из Китая. Где-то застряли на границе. Совсем выходов нет, да? Да. Буду через 5 минут. Да, выходов нет. Или да, есть. Так. Есть один. Самолетом отправить. Но вам это будет дорого стоить. Примерно раз в 5. Нам так даже выгоднее. Меньше рисков, быстрее доставка. Следовательно, закроем сделку быстрее. А прибыль? От 53 до 55 тысяч. Да не, гоню. Нафиг самолетом. Так, Акулята, вы можете обсудить этот вопрос за дверью? У меня самой хлопот. Во. Аделет, ты где ходишь? Извините. Спасибо. Спасибо, тетя Марин. Давайте. Железом Марина сдает железные нервы. Может, когда вся эта пыль уляжется, пригласить вас отдохнуть. Ты чё, совсем? Ну, давай, рискни. Да, я вас понял. Хорошо, мы сейчас посоветуемся, я вам перезвоню. В общем, у них там тоже кипиш. Заряжают 5 раз дороже, чем обычно. Да пофиг. Зато заказ выполним, заработаем. Ни хрена себе. Мы на ровном месте бабки теряем. Материал тоже дорогой был. Вы хотите заработать или благотворительностью заниматься, а? Блин, ты же видишь, что творится. Давайте подождем чуть-чуть, еще успеем заработать. У нас реальный вариант есть. 3-4 дня и все, груз в Москве. Деньги у нас. Ты опять про свой миллион. Про наши цели не забыли, а? Лям до 25. А тут мы даже досрочные миллионеры, понимаете? Мы попадем в историю, Джиги. Короче, давайте голосовать. Я за. Я против. Фара, твое решение останется в истории. Хорошо подумай, не тупи, родной. А чего вы сразу обо всем этом не сказали? Я говорил, канал есть, проводники есть, людей нету. Сами видите, что происходит. Да пофиг. Ну погуляем по лесам, пересечем речку, свежий воздух. Арс, ты че, охренел, что ли? Короче, я звоню в ту контору, летим самолетом. Ну чё, как парни, мое время тоже денег стоит. Арс, хорош. Какой лес? Это же нереально. Понятно, тогда до связи. Стойте, стойте. Подождите. Авиасообщение тоже отменили, придется ехать.
Короче, тут все норм. Внутри Казахстана проблем не должно быть. Вас везде встретят, дорогу покажут. Придется попотеть, но я смотрю, вы настроены серьезно. Да не переживайте, все сделаем четко. Я не переживаю, переживать надо вам. Максимально топите, старайтесь нигде не останавливаться. Все, братан, поехали. И что это с тобой? Да папа всегда перед долгой дорогой аминь делает. Просит легкого пути. Ну все, легкую дорогу попросили, теперь газ в пол и топи, братан. Ассаламу алейкум. Вот здесь. Пацаны, покемарить надо. Мне уже глаза совсем закрываются. Какой кемарить, братан? Нам успеть надо. Арс, ты же видишь, человек устал. Это небезопасно. Да мне часа хватит. Давайте тогда я поведу. Ты уверен? Братишка, я сын дальнобойщика. Надо же. Уже целый час едем и до сих пор не перевернулись. Ты чё, рано? Это ж мечта была. Когда папа меня с собой брал, я за каждым его движением наблюдал. Все запоминал. Еще думал, когда вырасту, с папой гонки на КамАЗах устрою. Дорога вообще как гипноз. Еще укачивает так. Наш водила вообще с концами дрыхнет. И да завязывайте. Вы уснете, я точно усну. Это Апасян. Мы-то чё, вот товар жалко. Да угораю я. И вы лучше расскажите что-нибудь, а? Тима? Чё там с Акирой, а? Мне кажется, мы с ней уже готовы. Как вернусь, хочу жениться на ней. Какой жениться? Надо пахать еще. Да шучу. А так вы классная пара. А кто дружкой будет на свадьбе? Я или Фарик? А вы тут при чем? Дружкой становятся только самые близкие друзья. Шучу. Вы с Фарой мне больше, чем просто друзья. Вы мои партнеры. Ну да, партнеры это же как жена. Очень глубокие отношения. Я, кстати, жене своей, будущей, хочу помочь школу открыть. Мне кажется, классный бизнес. Заодно и людям помогаешь, что-то полезное делаешь. Я бы тоже женился. Женись, родной. Кто тебе мешает? Ну, как сказать? У меня родители очень традиционные. Им киленька нужна. Знаешь, которая в 5 утра будет вставать, двор подметать, бегать по всему дому, ухаживать за всеми. А Алина, она не такая, брат. Ну, слушай, ты скажи родителям, как есть. Мне кажется, поймут. Твой же выбор. Если бы. Что за фигня? Бензин может закончился. Брат, у нас проблема, посмотри. Машина не включается.
Да ёб твою мать, а. Все, пацаны, приехали. В смысле, братан? Радиатор пробит. Самим не справиться. Без помощи не обойтись. Трасса Уральск-Самара. Трасса Уральск-Самара. Кто на связи, мужики? Ну как тебе такая романтика, Арт? А что ты думал, легко стать миллионером? Вара, в следующий раз на бредовые идеи Арса не соглашайся. Да ладно вам. Зато когда будете интервью давать лет через 10, смело будете писать, как вы сами грузили все на трассе. Как это было нелегко. Вон у Маргона куча таких историй. Знаешь, да пошел ты. Блин, уже голова кружится. Чуть-чуть. О, сынок, проснулся. Знаешь, сынок, я горжусь тобой. Я всегда был уверен, что ты далеко пойдешь. Только не говорил тебе об этом. Да и вообще, мы с тобой мало разговаривали. Ты прости меня. Не, пап. Это ты прости меня. Я... Нет, сынок. Никак не забуду, как ты плакал, когда я уезжал. Мне было так плохо. Ты, наверное, думал, что я тебя не люблю. Чего, пап? Я все понимаю. Просто... Что-то вы долго. Ну мы и так топили, брат. Что дальше? Дальше придется ехать через лес. Надо подождать до ночи. Фура с той стороны еще не приехала. Что нам до ночи делать? Грибы собирать будем? Лучше отдохните. Силы вам еще понадобятся.
готовы? Надо ехать. Да, капитан. Так же я должен был ответить, да? Грузим товар сюда, делаем пару рейсов на УАЗике, дальше через речку сами будете таскать, понятно? Через речку? Оденьте это. Братан, есть чистые? Только эти. Да ладно, давай. На интервью будешь потом рассказывать, да? Шел ты. Качество хорошее, но мы и лучше чуть можем. Мужики, я плавать не умею, если что, помогите, пожалуйста. Да нормально, нормально, здесь вроде не глубоко. Точно? Нормально. Зато миллион на двоих поделить него, да? Нормально, нормально, ребята. Я специально еще несколько лишних упаковал. Все нормально. Красавица. Да нет, на Тимошанчик потом. Давай, тоже некоторые. Давай, чуть-чуть осталось. Чуть. Давай, давай. Пара. Что из тебя? Это сильно серый системы затянул. Я клянусь, я бы сейчас за мамин плов бы все отдал. Блин, ну я бы шашлык сейчас заточил бы. А дождь пойдет? А? Дождь. Я на заправке зашарил, что дождь нам понадобится. Клянусь, это твоя самая лучшая идея за последние дни, Арс. Ребят, нам надо ценить моменты, когда такие вещи удовольствие приносят. Дорогого стоит. Да, я даже когда миллионером стану, обязательно иногда в своем Роллс-Ройсе буду дождь хавать. Отвечаю. Пацаны, закругляемся. Сейчас фура подъедет, надо будет туда все загрузить. Чувствуете, да, пацаны?
Запах миллионов. Не знал, что миллионы пахнут тухлой рыбой. Миллион, миллион, миллион долларов. На счету, на счету, на счету вижу я. Миллион, миллион долларов США. Жизнь будет, жизнь будет, жизнь будет хороша. Быстрее, машины! Ну, не отсюда! Вот какая-то ошибка, ребят!